Многих еще очень удивила, расстроила, там, не знаю, взбесила ситуация с этими вот праймари с оппозицией, когда они хотели единого кандидата выдвинуть, в итоге переругались, какие-то вбросы там говорят, БРСМовцы начали приходить, горосполкомовские работники за второй номер начали вкидывать, там, за Губаревича, по-моему, и Северинец в итоге снялся вообще. Вот, как вы это прокомментируете? Ну, вы прогнозировали, я помню эту ситуацию, ну вот, как вы это прокомментируете? Конечно, я в это дерьмо, честно говоря, не вляпался, и тут даже как-то комментировать, но раз, но это не мой принцип, я уходить от ответов, даже если не очень хочется, поэтому я расскажу. Эта идея праймерис у нас провести больше 10 лет. Там некоторые там оппозиционные деятели носились с ней там с нулевых годов. Но когда мне предлагали эту идею, я всегда говорил: да, люди, вы что? У нас же не Америка. В Америке, откуда эти праймерис происходят, в них принимают участие десятки миллионов человек. Десятки миллионов. И они голосуют на избирательных участках. Голосование организуют власти штатов. То есть это предварительные выборы как настоящие. Все то же самое. Чтобы выбрать кандидата там от одной из ведущих партий, вначале там демократической, республиканской, потом или наоборот. Да. И у нас вы что? Вы соберете столько людей, а где вы будете голосовать? Что власть даст вам возможность собраться? Если среди кандидатов будут реальные все оппозиционеры, все неприемлемые для власти, тогда вам просто не дадут помещений. Вы не сможете собираться. А если среди них будут кандидаты, которые власть устраивают, так она просто фальсифицирует эти выборы. Она просто, скажем так, отправит туда своих людей. Потому что сколько на таких выборах, сколько вы соберете? Пару тысяч. Так это же, раз плюнуть, отправить чиновников и проголосовать. А вот через интернет. Да, я вас умоляю, говорю, через интернет, да пару колледжев, там тройку там в области. Так у них тролли есть еще, кроме этого. Колледжев, БРСМ, там второкурсников, там, чтобы 18 лет было, там мобилизуют и сделают вам отличное интернет-голосование, за кого захотят. Что касается вот голосования физического. Я слышал такие мнения. Так вот, это же тоже наши граждане, чиновники. Они пришли, проголосовали. Это же даже надо их агитировать. Да. Но, да. Но, слушайте, это что? Эти чиновники, они пришли сами туда? Их мобилизовали, им дали команду прийти, им сказали прийти и за кого голосовать. И я уверен, там всегда был старший группы, и которому надо бы тихо показать бюллетень, чтобы за того, кого надо проголосовать. Если бы чиновники пришли сами, и сами послушали, и выбрали за кого, то это да, это нормально. Но они же пришли по заданию, они же как военнопленные туда пригнали. Это фальсификация. И после того, когда Северинец это понял, он сделал нормальный шаг, он оттуда ушел. К нему, два вопроса. Первое, что ты туда пошел? Такую же наивность, как уже не совсем юноша проявляет. Что туда пришел? Ты не знал, с кем ты дело имеешь. Но второй вопрос, честно говоря, непонятно, а почему партия не ушла? Целая партия не ушла. Кстати, не ушла. Ковалькова осталась, да. Да, даже Ковалькова, она физическое лицо, но партия участвует во всем этом, в заседаниях этого. А что партия-то не ушла? Теперь Павел пойдет или не пойдет еще? Как у него надо спрашивать. Вот, место кандидата протеста для него всегда открыто. С огромным уважением. То есть, может, вашу команду да, и нет, тоже... зачем? Как кандидат протеста. Кандидат протеста. Мы поможем инициативную группу зарегистрировать. И, конечно, совершенно непонятно, там один политик, за которого эти голосовали чиновники. И вот я бы, честно говоря, на его месте, я бы посчитал бы, что меня подставили. А он сказал, а что они не могут за меня проголосовать, они граждане. Это же такая подстава, власть показала, мы хотим вот тебя, перед всем. То есть он самый приемлемый кандидат от власти. Это человек, ему не стало стыдно. Я помню, у нас были эти протесты за независимость. И Северинцу мы дали возможность там поруководить, потому что, все-таки раз идет на праймерис, то я ему так сказал, может, поможете праймерис. Говорит, давай, выиграть праймерис поможет. Давай, руководи, Павел. И у нас там были протоколы. И у нас одному человеку, который там с флагом ходил, одному из наших там лидеров городской
городской организации в Минске, не пришло протокола. Так он ходил, ему стыдно было, он оправдывался, а потом узнали, что пришло такое счастье, меня по другому адресу прислали. Вот это нормальный человек, так себя ведет. А этот, счастлив, что власть, против которой он должен работать, его выбрала. Друзья, не надо обезьяничать. И самое главное, вы вначале определите цель, что вы хотите от этих выборов. А уже исходя из этой цели, решите, сколько вам надо кандидатов, 1 или 30. Вот мы проанализировали, от этих выборов нам надо победа. Но она возможна только через улицу, через массовый протест. И тут уже тратить столько сил, выбирать одного кандидата на этих, поездить по Беларуси, это только создавать глупую иллюзию у людей, что выберем единого кандидата, он за него проголосуем, и будет там победа. Не будет. Улица, массовый протест. Как бы вам это не хотелось. И значит, если массовый протест, так может быть вам надо на одного человека не ставить, может быть пусть будет 30, но подобранных, достойных, мужественных людей, связанных единой целью, программой и координирующих свои действия. Может быть так лучше. А здесь вот будет праймерис, и будет единый, и будет нам счастье. Это просто то, что называется имитацией борьбы. Это говорит о том, что те организации, зарегистрированная оппозиция, как я ее называю, зарегистрированная Лукашенко, она, к сожалению, уже исчерпала себя. Они уже не бойцы, увы.